Это «Атмосфера кино» и я, ее ведущий Ринат Музафаров. Здравствуйте! В следующие несколько минут мы расскажем о главных новинках кинопроката, приведем мнение и обсудим последние новости индустрии. Будет атмосферно. Сегодня в программе мы расскажем, чем увенчается поварское противостояние гастрономической команды знаменитого шеф-повара Виктора Баринова на кулинарном чемпионате мира и насколько вкусной получилась картина. Обсудим картину с сибайскими зрителями и расскажем о главных премьерах грядущего месяца. Киносеанс при некоторой вольности можно сравнить с приемом пищи. Подобно гастрономическим изыскам, хороший фильм должен обладать презентабельной оберткой, таить в себе лакомую концептуальную начинку, быть многоуровневым и иметь ряд других кулинарно-кинематографических качеств. При этом, чтобы оценить все достоинства блюда, его непременно следует испробовать на вкус. Аппетит, как известно, приходит в процессе, а в случае с отдельными фильмами эта фраза и вовсе перестает звучать двусмысленно. Кухня – последняя битва в объективе атмосферы кино. Представлять Россию на международном кулинарном конкурсе в Сочи. С таким предложением обращается к вышедшему на пенсию шеф-повару Виктору Баринову. Рисковать блестящей поварской репутацией герою совсем не хочется. Однако внезапно появившийся взрослый сын, уже пакующий вещички в тюрьму за свои хакерские проделки, заставляет известного шеф-повара пересмотреть свое решение. Распоряжением Кремля с парня снимут все обвинения, осталось только кинуть клич, собрать вместе проверенную команду и победить на международном конкурсе. Поварские фартуки повязаны, колпаки надвинуты, да начнется кулинарная битва. Тогда все в руках ваших поваров. Они лучшие из лучших. Уверен, они не подведут. Хлебать мой суп. Режиссером картины «Кухня. Последняя битва» выступает Антон Федотов, который снял 3 последних сезона телесериала. Фильм является уже вторым полнометражным проектом, снятым на основании популярного ситкома. Первый «Кухня в Париже» вышел в прокат в 2014 году и выбрал местом действия мировую столицу изысканной кулинарии. По аналогии с предшественником, последний фильм на раннем этапе производства носил прокатное название «Кухня в Шанхае». Создатели планировали международный проект, съемки которого должны были проходить в Поднебесной. Однако амбициозным намерениям помешали сбыться осложнения в экономической ситуации в нашей стране. Мы должны показать всем, что если мы не футбольная держава, то хотя бы кулинарная. Сюжетно фильм выступает продолжением 6-го сезона и является завершением всей истории про шефа Виктора Баринова и его команду. Важно отметить, что создатели не приберегли для зрителя никаких сюжетных висяков, вроде эффектного завершения многолетнего противостояния или долгожданной свадьбы главных героев. Сюжетные линии сериала завершились на малом экране. По этой причине «Последняя битва» не является кульминацией шоу или даже его эпилогом. Перед нами побочная дополнительная история, которая предлагает еще раз посмеяться над некоторыми полюбившимися персонажами сериала. Работать! Рептилоиды! Присутствует в фильме и персонаж Дмитрия Нагиева, на сей раз в роли самого себя. Известному шоумену доверено вести кулинарный конкурс. Однако в результате шалости одного из героев Нагиев оказывается в кавказской деревне и вынужден отбиваться от семьи девушки, которую он якобы обесчестил. Винить в данной ситуации никого не приходится. Сцены с Нагиевым самые смешные, а напор саркастического юмора растет пропорционально опасности, в которой оказывается герой. Петюш, ты чё, по молодости пипетку свою вообще не придерживал? Чемпионат мира среди поваров приветствует вас! Ты чё, нашу сестру обесчестил, что ли, а? Ты что, нашу сестру обесчестил, что ли? Поедешь сейчас с нами. Мы там разберемся. Все, взяли его. Кулинарные шедевры выглядят сочно и вкусно, а Сочи представляется радушным курортом, куда обязательно надо съездить в отпуск. Фильм старается насмешить публику проделками новых и старых персонажей, и в общем и целом у картины это получается. Гэгов и шуток в ленте достаточно, и некоторые из них очень смешны и неожиданны. Резюмируя впечатления по шкале киномера, приводим следующие тезисы. К – каноничное, интересное, Н – находчивое и О – остроумное кино. Фильм интересный. Актерская игра такси у некоторых героев. Тоже Малахова. Все интересно, смешной. Ну а чем запомнился? Шутками.
хорошими. Наеева, потом этим, женихом. Смешно. По крайней мере, настроение поднимает на какое-то время, но не запоминается. Приходите на сеанс. Весь персонал ходил на кухню. Было клево. Последняя битва – жирный восклицательный знак в истории кухни и судьбе самого Виктора Баринова. Блюдо получилось аппетитным и оставляет приятное послевкусие от просмотра. На сеанс следует идти с позитивным настроением, но никак не на голодный желудок. Переходим к десертам. Рубрика «Горячие премьеры» в программе «Атмосфера кино». Уже в грядущий четверг на экраны кинотеатров выходит вторая часть похождений самой безумной команды героев галактики. Стражи не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба, а иногда даже с пользой для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей галактике. Кто же на самом деле отец Питера Квилла? «Стражи галактики. Часть 2» смотрите в кинотеатре «Атмосфера» с 4 мая. На следующей неделе, 11 мая, в российском прокате стартует новый фильм от создателя «Карты, деньги, два ствола», рок-н-ролльщика и новых экранизаций Шерлока Холмса Гая Ричи. На сей раз режиссер решил обратиться к истории короля Артура. По сюжету молодой Артур совершенно не интересуется своим происхождением и промышляет разбоем с бандой вплоть до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется, влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон. Пираты Карибского моря «Мертвецы не рассказывают сказки». Пятая часть пиратской франшизы возвращает на экраны полюбившийся миллионам образ Джонни Деппа, капитана Джека Воробья. Воробей давно исчерпал свою удачу, а теперь обнаруживает, что за ним объявил охоту его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из дьявольского треугольника и намерены навсегда очистить воды Карибского моря от пиратского отродья. Картину ждем в конце месяца, 25 мая. Словом, кухня в переносном значении принято называть скрытую сторону какой-либо деятельности. В кино и тележурналистике этим термином можно описать весь производственный процесс, результатом которого является готовая картинка. Здесь, как и в искусстве кулинарии, важно не переборщить. По этой причине выпуск нашей программы подходит к своему концу. Надеюсь, нам удалось передать атмосферу кино, ну а тем, кто хочет полного погружения, пожалуйте на сеанс. Кино настоящее, лучше телевизора, это в нашем классе всеми признано. В следующей программе мы расскажем о главной премьере нынешней недели, долгожданном сиквеле «Стражей Галактики». Супергеройскую команду по-прежнему составляет землянин Питер Квилл, молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. В какую перетрягу вселенского масштаба предстоит угодить героям в этот раз, узнаем уже на следующей неделе. Опять будем галактику спасать? Ага. Крутяк! А потом цены затерем, типа как двукратные спасители галактики. Да! Скинь, звездолет! Привет! Бывает, ищешь чего-то всю жизнь, а оно рядом. Надо лишь протянуть руку. Воистину. Вы только и делаете, что орете друг на друга. Вы не друзья. Нет, мы семья. Ну, все кроме нее. Marvel представляет Стражи Галактики. Часть 2. Сколько долгих лет я искал тебя. А ты кто еще такой? Я твой отец, Питер.